Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Указом президента Аслана Бжаня, вице-премьером, министром экономики Республики Абхазия назначена Кристина Озган. Аслан Бжаня, Александр Ангваб, Юрий Хагуш и Беслан Дбар сложили полномочия депутатов. Решение об этом было принято сегодня на очередном заседании сессии парламента. Кроме того, парламентарии обсудили возможные меры по улучшению социально-экономической ситуации в стране, осложнившиеся в связи с пандемией коронавируса. Репортаж Гугу Цевардания. Главная тема повестки дня очередного заседания сессии парламента – вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов Народного собрания Аслана Бжаня, Александра Ангваб, Дмитрия Дбар и Юрия Хагуш. Если есть какие-то дополнительные вопросы к сегодняшней повестке дня, пожалуйста. Если нет, я ставлю на голосование. За данный проект закона парламентарии проголосовали единогласно. В рамках заседания сессии депутаты обсудили ситуацию с пандемией коронавируса, существенно отразившейся на социально-экономическом положении в республике. В частности, народные избранники говорили о необходимости поддержки коммерческих организаций и частных лиц. У нас огромное количество кредитов и частных, и у частных лиц, и у коммерческих организаций. Достаточно большое количество кредитных обязательств как в сберегательном банке, так и в коммерческих банках. В свою очередь коммерческие организации, коммерческие кредитные организации, почти все, насколько я знаю, у всех имеется задолженность, кредитная задолженность перед Национальным банком. То есть это по цепочке. В связи с чем я бы хотел предложить пока обсудить текст постановления, может быть, не к принятию, а к обсуждению. Рекомендовать мы не можем требовать от них, мы только там рекомендательного порядка. Рекомендовать руководству Национального банка Республики Абхазия приостановить начисление процента по всем выданным кредитно-коммерческим организациям кредитам на период до 30 сентября 2020 года. Второе. Руководство Национального банка обратиться к руководству кредитно-коммерческих организаций, банков, с предложением о приостановлении начисления процента по всем ранее выданным юридическим и физическим лицам Республики Абхазия кредитам на период до 30 сентября 2020 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. Как отметила депутат Народного собрания Натали Смыр, после введения в стране чрезвычайного положения тема кредитования и начисления процентов обсуждалась не раз. Когда было само принятие чрезвычайного положения, если вы помните, присутствовал здесь исполняющий обязанности президента, где мы обратились к нему по вопросу начисления процентов и вообще по вопросу кредитования в целом. Мы обращались к исполняющему обязанности президента. Далее, как председатель комитета, я имела беседу, опять же, с исполняющим обязанности, уже в частном порядке обращалась к Валерию Рамшуховичу о том, что было разработано некое положение по возможности отсрочки платежей, то есть выбрать форму. Некую форму, как это будет происходить в финансово-кредитных учреждениях. Дальше, еще один момент. Я обратилась в Национальный банк с тем, что на момент принятия чрезвычайного положения Национальный банк должен был разработать инструкцию, должен был издать инструкцию, по которому кредитные организации должны в период чрезвычайного положения работать по определенной схеме. Все эти обращения я в период этой ситуации, пока длится коронавирус, я обращалась, минимум это трижды, а так вообще я постоянно это обсуждала и старалась привести к какому-то решению, чтобы было принято некое решение. Но на что решений никаких не было принято. Коммерческие организации не может банк обязать, и даже парламент не может обязать. И есть случаи, например, тот же Сухумбанк, в котором он добровольно принял решение по конкретному случаю, в случае обращения, это что касается коммерческих банков, о реструктуризации, приостановлении выплат как по телу кредита, так и процентов. Уж тем более там не начисляют штрафы. А что касается Национального банка, и так как Сбербанк является полностью, владелец акций 100% Сбербанка является Национальный банк, то любой, кто обращается, и не одно было обращение через нас, любое физическое лицо, обращаясь в сберегательный банк, такие рекомендации уже сберегательному банку даны и проводят полную реструктуризацию кредитных обязательств. Сами заемщики
планируемый свой кредитный срок рассчитывают, они это принимают и принимают решения. Поэтому никому еще не отказали по факту обращения о реструктуризации долга. Что касается принятия постановления, то мы должны понимать, что это тоже коммерческие структуры, и там тоже отдельный бизнес. Тогда надо подумать о компенсации коммерческим банкам. Еще одна тема, которую обсудили парламентарии, предпринятые руководством страны меры по недопущению проникновений и распространения коронавирусной инфекции в республике. О ситуации на сегодняшний день коллегам рассказал член оперативного штаба по защите населения от коронавируса Алхаз Джинджолия. Зарегистрированных заболевших сейчас нет на территории Абхазии. Но при этом, да, вы говорили о расслаблении мер, мы уже спорили не раз об этом с коллегами, расслабить, не расслабить. Социальная напряженность, вызванная карантином, никуда не денется, если оставить меры в полном объеме. Депутаты обратили внимание на то, что все еще сохраняется угроза проникновения вируса через границу. И здесь недопустимо игнорирование гражданами, прибывающими в страну, требования соблюдения обязательного карантина. Если внутри расслабляем режим, то при условии сохранения жесткого режима на границе, но при этом постоянно в день 30-40 человек каждый день пересекают границу наших граждан, возвращающихся по тем или иным причинам, находившихся в Российской Федерации. Много курсантов, студентов едут, изолируются в Айтаре. При этом наши граждане, не студенты, которые, вот другая группа, идут домой, ничего не слышат эти люди, самоизоляцию не всегда соблюдают. Сегодня на границе прошли, завтра ты их увидишь в городе. Но замок границы, конечно, не закрыта. Да? Сюда появляются и будут приезжать 20, 30 и 40 человек наших граждан, которые сюда возвращаются. Вопрос стоит в другом. Можем ли, имеем ли мы силы обеспечить их карантином? Можем ли мы их посадить, да, отследить, где они находятся и что они делают? Это вопрос уже другой. Если же мы так, как сегодня на границе, у нас пропускной режим работает и карантин не соблюдается, есть вероятность того, что в июне и в июле месяце у нас люди могут заболеть, и это в том случае, если курортный сезон все-таки начнется, это будет препятствием. Депутат Илья Гуния на замечание коллег о том, что несмотря на запрет туристической и экскурсионной деятельности в республике есть отдыхающие, отметил, что есть граждане России, которые здесь служат и проживают вместе с семьями. На заседании сессии депутаты обсудили необходимость скорейшего принятия закона о госслужбе в свете вступившего в силу антикоррупционного закона. Прошло уже почти полгода. Мы говорили, в частности, в коридорах, что давайте укажем срок до конца года, потом настояли на том, что нет, до конца года не будем писать, но подразумевать будем до конца года, что мы примем закон о государственной службе. Сегодня апрель месяц, то есть май месяц уже. Валерий Кварджи обратился к депутатам парламента с призывом рассмотреть данный закон в ближайшее время. Гугу Савардания, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Сегодня президент Абхазии Аслан Бжаня представил коллективу МВД нового министра внутренних дел Дмитрия Дбар. Подробности в репортаже Али Китрапш. Представляя коллективу МВД нового министра Дмитрия Дбар, президент Аслан Бжаня отметил, что над работой ведомства будет вестись особый контроль со стороны руководства страны. Глава государства подчеркнул необходимость более скоординированной работы правоохранительных структур и сообщил, что до конца года будут предложения по реформированию министерства. Рассчитываю на то, что у нас с вами очень многое получится. Люди ждут, когда будет обеспечен правопорядок. Никакого центра силы в стране не должно быть, кроме официальных государственных институтов. Работу будем строить открыто и честно. Будем усиливать вас со стороны государства. Будет оказано максимальное внимание. Но вы понимаете, в каких условиях сейчас мы живем. Очень многое будет связано с финансовыми возможностями страны. Любые преобразования, которые должны были быть осуществлены и будут осуществлены в рамках вашего ведомства, нуждаются в финансировании. Сейчас из-за коронавируса экономическая ситуация ухудшилась. Мы вам будем говорить об этом открыто. Информация полная, исчерпывающая будет у вас, но это не является основанием для того, чтобы опускать руки.
те нормативные публичные обязательства по заработной плате, по пенсии, которые взяло на себя абхазское государство, они в любом случае будут выполнены. Хотя мы уже имеем такую картину, когда, собственно, доходная часть бюджета в лучшем случае, если ситуация пойдет таким образом, как сегодня, она сократится вдвое. Как бы то ни было, мы будем изыскивать резервы, будем просить наших российских партнеров с тем, чтобы обязательства перед вами по заработной плате и иным выплатам были выполнены. Я это вам обещаю. Ранее Министерство внутренних дел возглавлял Рауль Смыр. Аслан Бжани поблагодарил его и личный состав МВД за проделанную работу. Хочу поблагодарить вас за ту работу, которую вы сделали. Есть такая поговорка: не стоит давать оценку тому или иному руководителю, пока не походишь в его башмаках. Я понимаю, как это все было непросто. Я понимаю, какое давление оказывается на сотрудников внутренних дел, на рядовой состав, на младший офицерский, генеральский. Мы живем в реальном и непростом мире. Поэтому удержать ситуацию, особенно в тот период выборный, предвыборный, было непросто. И очень многие, сидящие в этом зале, приложили большие усилия, чтобы был сегодняшний день и чтобы мы имели перспективу для будущих поколений. Новый глава МВД Дмитрий Дбар поблагодарил руководство за оказанное доверие, отметив, что им будут приложены все усилия для обеспечения качественной работы ведомства. Понимаем, что будет тяжело, не хватает материально-технического обеспечения. Для этого будут прилагаться все усилия, чтобы сотрудники органов внутренних дел имели все для того, чтобы выполнять свои задачи. Дмитрий Дбар – экономист по образованию. С 2005 по 2009 годы состоял на службе в ГСО. В разные годы работал в СГБ и МВД. В 2017 году был избран депутатом Народного собрания парламента Абхазии. Аля Катрап, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Сегодня же Аслан Бжани представил коллективу администрации города Сухум, исполняющего обязанности главы столицы. На представлении присутствовали руководители структурных подразделений городских администраций, сотрудники отделов и городских служб. Президент Абхазии Аслан Бжани открыл встречу словами приветствия и представил коллективу администрации нового исполняющего обязанности главы города Беслана Эшба. Мной подписано 2 указа. Указ об освобождении исполняющего обязанности главы города господина Кларча и указ о назначении в качестве исполняющего обязанности главы города господина Эшба. Я надеюсь на то, что те традиции, которые имеют место быть в коллективе городской администрации, сохранятся. Работа будет спориться, я в этом уверен. Я хотел бы поблагодарить коллектив администрации, бывшего исполняющего обязанности главы города, за ту работу, которую вы выполнили. Столица – это лицо нашего государства. Новому мэру будет дано ряд поручений. Одно из этих поручений парень должно стать на 10 штук больше в этом году, чем в прошлом. Лично буду считать. И так с каждым годом по нарастающей. Указ о новом назначении, подписанный Асланом Бжани еще 30 апреля, зачитал руководитель администрации президента Алхаз Квициния. В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия об управлениях в административно-территориальных единицах Республики Абхазия назначить исполняющим обязанности главы администрации города Сухум Эшба Беслана Федоровича, президент Республики Абхазия Аслан Бжани. Беслан Эшба поблагодарил президента за оказанное высокое доверие и отметил, что в полной мере понимает всю возложенную на него ответственность. Со своей стороны намерен приложить максимум усилий, знания, умения для того, чтобы не на словах, как говорится, а на деле показать жителям нашей столицы, гостям, которые приезжают сюда, любоваться красотами нашего города, высокую эффективность работы. Конечно, были сказаны уже слова благодарности коллективу, который есть. Безусловно, активность была проявлена, всеми она отмечена. Я думаю, что мы будем только наращивать. При вашей поддержке, Аслан Георгиевич, при поддержке правительства, я думаю, что нам удастся решить эту задачу.
В разные годы Беслан Эшба возглавлял Фонд возрождения Абхазии в Москве. Был советником президента Абхазии по экономическим вопросам. Возглавлял госкомпанию «Абхастоп». С 2010 по 2011 год являлся помощником главы правительства Абхазии. С 2012 по 2013 год был депутатом парламента республики. В 2013 году был назначен вице-премьером Абхазии. С 2015 года по настоящее время руководитель РОО «Апсадгил». Эсма Голанзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Сегодня состоялось и представление нового исполняющего обязанности главы администрации Гагрского района Юрия Хагуш. Репортаж Амелии Бисмарк. Чтобы представить нового исполняющего обязанности главы администрации Гагрского района, в Гагру приехал президент Аслан Бжания. Мной подписан указ о назначении в качестве исполняющего обязанности главы Гагрского района депутата парламента Абхазии, хорошо вам известного человека Хагуш Юрия Львовича. Президент поблагодарил коллектив Гагрской администрации за проделанную работу. Уверен, в организации уже сложились правильные и добрые взаимоотношения, которые будут продолжены под руководством Юрия Хагуш, подчеркнул глава государства. Гагрский район – это ворота нашей страны, это район, который известен далеко за пределами бывшего Советского Союза. Этот регион во многом определяет облик нашего государства. Мы знаем, какие здесь проблемы. Я имею, не скажу, что полное представление, но я имею в достаточной мере представление о проблемах, которые есть в районе. Руководство страны будет оказывать посильную поддержку району, селам. Мы постараемся в этом смысле максимально выложиться. Наши приоритеты, они известны. Задача номер один – это обеспечить правопорядок на территории всей страны, закон, послушание закону. В свою очередь, новый исполняющий обязанности главы районной администрации выразил благодарность руководству страны за оказанное ему доверие. На нас лежит большая ответственность. Я надеюсь, что мы вместе с вами проведем большую кропотливую работу и выведем наш город, наш район с трудной ситуации. В завершении встречи президент еще раз подчеркнул важность позитивных взаимоотношений как между представителями власти, так и между простыми жителями района. Амелия Бисмарк, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции сообщает, что за прошедшие сутки тестирования прошли 10 человек. У всех у них диагноз коронавирус не был подтвержден. Между тем, в России за минувшие сутки подтверждено более 10 546 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 73 летальных исхода. На сегодняшний день количество зараженных в Российской Федерации превысило 145 тысяч человек. Как сообщается на сайте администрации Краснодарского края, в регионе 96 новых подтвержденных случаев коронавируса. 37 новых случаев зафиксировано в краевой столице, 11 человек в Апшеронском районе, 8 в Щербиновском районе и 7 в Сочи. На сайте администрации Краснодарского края также сообщается, что 7 из заболевших коронавирусом заразились от людей, прибывших из Абхазии, Москвы и Хабаровска. Как уточнили в оперативном штабе края по борьбе с коронавирусной инфекцией, в данном случае речь идет о жительнице Сочи, которая якобы могла заразиться COVID-19 от гостей из Абхазии. В Государственной санитарно-эпидемиологической службе Абхазии данную информацию опровергли. Это ложная информация. Роспотребнадзор не подтвердил государственной СЭС случаи завоза из Абхазии в Россию коронавирусной инфекции, сказала главный санитарный врач республики Людмила Скорик. Приближается День Великой Победы. 9 мая не просто праздник, это один из величайших дней, почитаемый не только в России, но и во многих других пострадавших от немецкого фашизма странах. Чем дальше уходит в историю 1945 год, тем меньше рядом с нами тех,
кого мы называем солдатами Победой, живой легендой. Но герои навсегда должны остаться в памяти благодарных потомков. Рассказы о бессмертных поступках ветеранов Великой Отечественной передаются из уст в уста, из поколения в поколение. У каждого из героев свой характер, своя судьба. К празднику Победы мы подготовили серию репортажей, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны. Один из них смотрите прямо сейчас. Давно отгремели бои Второй мировой, а ветеран Великой Отечественной войны Илья Ачба до сих пор отчетливо помнит и слышит, как свистят пули и снаряды над головой, и как бесстрашные солдаты рвутся в сражении. Илью Захаровича призвали на службу в ряды Красной Армии в 1940 году. Войну же он встретил на границе с Румынией в составе дивизии, которая 2 месяца удерживала свои позиции. Целая дивизия держал границу, румынскую границу. Вот, наконец, отступление давай, значит, и помощи, до самой Одессы. В Одессе есть такой населенный пункт, Татаровка называется, и вот Татаров я был ранен. Илья Захарович был ранен в обе ноги, но, несмотря на это, после лечения он продолжал рваться на фронт. Участвовал в Вятско-Кишиневской операции, освобождал Болгарию, Югославию, Венгрию. Особенно часто Илья Захарович вспоминает ожесточенные бои у Дуная, ведь там погибло немало его товарищей, а сам он был вновь тяжело ранен. В Венгрии дали 1 месяц на пополнение, и через месяц пополнение получили, и нашему отделению дали задание через Дунай проехать, то есть, значит, на барже проехать с той стороны, уже противник был. Вот 12 человек дали мне подразделение. И вот на какой-то барже должны были ночью, но не успели. До утра, когда утром уже начали бомбить. И вот остались только 6 человек, в том числе я остался. И вот 12 марта 1941 года я получил 2-е ранение, но уже тяжелый. А таких, как Илья Захарович, говорят, родился в рубашке. После очередных ранений солдат Красной Армии вновь был направлен на лечение в батальонный госпиталь. Однако на 2-й день после операции больницу разбомбили немцы. Погибли практически все. Илья Захарович с юмором вспоминает, как тогда ему удалось спастись. Полежал 12 дней в этом госпитале. Ну, там большой госпиталь был. И вот 12 числа, 13 или 15 числа, не помню, сейчас это было, разбомбили наш госпиталь. 3-этажный дом, кирпичный, фундамент. Что я там, одним словом, как его, медицинское состояние, все, после я узнаю, 2 машины, значит, машины перезимно больны, а остальные все. У меня счастье было, когда мне уложили на 1-й этаж, большой вот так шкаф был. Он от удара добил до берега. Да? Вот этот шкаф выдержал.
После произошедшего солдат продолжил лечение в Тбилиси. Состояние раненых там ухудшалось с каждым днем. У многих началась гангрена. У нашего героя тоже. Но ему опять повезло. Илья Захарович встретил земляка-медика из Очимчиры Сократа Аршба, который не дал врачам лишить его руки. Привезли в Тбилиси ночью. 12 половина выгрузили в Тбилиси, а половина в Сочи туда поехали. Даже места не было, в коридоре было, но врач не было. Ну, у меня 12 дней здесь еще, оказывается, осколка была. Ну что, делали, как операцию теперь надо было делать. 40 градусов температура, а это чего? Я говорю, не хочу операцию. Я домой пошли, там у меня есть тоже врач. Я говорю, да это мой врач, оказывается, в другой госпитале работает, заводил. Оказывается, моя отца не знал, но дядя в Очимчире был. Он очимчирский сын. Вечером пришел, рассказал, что, ну что, давай. Перевели его отдели дядьки, его госпиталь. И вот там сделали мне операцию. О том, что закончилась война, Илья Захарович узнал в госпитале. Вместе с ним воевали его 2 родных брата. Один так и не вернулся, пропал без вести. После лечения Илья Захарович приехал домой в Очимчиру, устроился на работу шахтером в Ткварчале, где проработал более 40 лет, вплоть до начала Отечественной войны народа Абхазии. Я пролежал там почти 2 месяца. Я уже, когда к Гасилия ходил, один день, просто вышли там на коридоре. О, поздравляю, война кончилась. После я работал, устроили в Ткварчале, в шахте там было. И вот там я работал долго, почти что до Абхазской войны. Я участвовал еще в Абхазской войне здесь. Вот, когда закончилась Абхазская война, вот оттуда. Все, после этого я, значит, был и членом горкома партии, членом бюро партийных и государственных органов проработал. Илья Ачба награжден орденом Отечественной войны 1 и 2 степени и орденом Красной Звезды. Сейчас у ветерана большая счастливая семья, но на момент съемки его дети и внуки отсутствовали. 22 марта следующего года Илья Захарович будет отмечать юбилей. В свои почти 100 лет он полон оптимизма, жизненной энергии и надежды, что следующим поколениям больше никогда не придется увидеть ужасы войны. Гугуца Вардания, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра на территории Абхазии ожидается облачность с прояснениями погоды. Временами дождь, ночью местами возможен туман. Температура воздуха ночью плюс 10-15, днем плюс 19-24. Температура морской воды плюс 14 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.